Здравствуйте! Вы смотрите актуальное интервью в студии Валерия Наумова. Во всех районах Арктики отопительный сезон стартовал еще в конце августа. В столице региона во все социальные объекты тепло дали 1 сентября. Жилые дома начнут подключать к отоплению с 5 сентября. Как подготовились к новому отопительному сезону объекты ЖКХ региона, расскажет гость студии. Заместитель министра ЖКХ и энергетики Республики Саха-Якутия Дмитрий Шувалов. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. В Якутии, как мы уже сказали, начинается отопительный сезон. Расскажите, как ведется подготовка к зиме? Подготовка к отопительному сезону 2022-2023 года предприятиями энергетики и жилищно-коммунального комплекса Республики Саха-Якутия ведется в плановом режиме. За отчетный период на территории Республики Саха-Якутия подготовлено из 1164 котельных 980 единиц, что составляет 84%. По готовности жилищного фонда у нас на сегодня составляет 81%, по социальным объектам у нас 98%. В общем, по республике у нас процент готовности к отопительному сезону составляет 90%. А отмечаются ли какие-то проблемные вопросы? В общем, проблемные вопросы, конечно, да, есть. Проблемные вопросы решаются на правительственной комиссии Республики Саха-Якутия под председательством главы Республики Саха-Якутия, председателя правительства республики, на штабах по подготовке отопительному сезону. На особом контроле у нас сейчас Алекнинский район, это вот город Алекнинск у нас, котельная, получается, АТП в аварийном состоянии по прохождению отопительного сезона 2021 года. В этом году выбрана новая эксплуатирующая организация. Сейчас занимается строительством новой котельной на нефти. В этом году планируется ввод новой котельной. А в каких районах отопительный сезон уже начался? Отопительный сезон на территории Республики Саха-Якутия начался уже в 14 районах республики. Запуск отопительного сезона планируется в 22 районах республики. До 20 сентября, согласно распоряжению муниципальных образований городских округов, риски невыполнения ремонтных программ на сегодняшний день у нас отсутствуют. А сколько дней в целом длится отопительный сезон? Отопительный сезон длится у нас по центральному району Якутии, это порядка до 170 дней, по арктической зоне у нас порядка 320 дней. А начало отопительного сезона от чего может зависеть? Начало отопительного сезона у нас зависит, если на протяжении, получается, 5 дней у нас температура наружного воздуха опускается ниже 80 градусов. Также отопительный сезон у нас может начаться раньше по заявке муниципальных образований. То есть муниципальное образование у нас заключает дополнительные соглашения с ресурсно-снабжающими организациями, и ресурсно-снабжающие организации отопительный сезон начинают раньше установленного срока. Но сейчас проходит навигационная кампания. Как обстоят дела по доставке топливно-энергетических ресурсов и отмечаются ли какие-то, может быть, тоже проблемы? Да, в период навигации у нас планируется доставить порядка 540 тысяч тонн топливо-энергетических ресурсов. На сегодняшний день у нас завезено отгружено порядка 340 тысяч тонн. Проблемные вопросы у нас возникали в поселке Джибарай-Кахая, Джибарай-Кахаинский угольный разрез в связи с частым выходом из строя техники. У нас по решению правительственной комиссии, получается, Республики Саха-Якутия совместно с ресурсно-снабжающими организациями у нас произошло замещение, получается, поставщика угля на Сангарский угольный разрез. Поэтому у нас навигация должна завершиться плановая до октября месяца. В рамках подготовки к зиме проводится модернизация объектов ЖКХ и энергетики. Где и какие новые объекты появятся в нашей республике? У нас по объектам коммунального комплекса, это по водоснабжению, по программе «Чистая вода» планируется, получается, 5 водоочистных сооружений в этом году.
Эта программа у нас под Министерство строительства Российской Федерации. Общая сумма вложенных средств у нас более 2,5 миллиардов рублей. Также у нас получается по объектам энергетики также модернизируется подстанционное оборудование, распределительные сети электропередач. По подстанционному оборудованию это у нас постепенный уход от маслонаполненного оборудования, устаревшего, выработавшего свой моральный износ. Это на современные, получается, это или газовые выключатели, вакуумные. Также по сетевому комплексу у нас линии электропередач, применение самонесущего изолированного провода. Новые материалы — это антисептированные опоры, железные опоры, как видно, здесь в городе уже и преображается. Все это направлено на надежность электроснабжения и качество. Дмитрий Сергеевич, расскажите, почему происходит постоянное отключение электроэнергии? Возможно ли как-то сократить количество вот этих отключений? Да, у нас получается отключение на сегодня происходит. Отключение у нас делится на плановые, внеплановые, аварийные отключения. Плановые работы у нас связаны с модернизацией оборудования, в которых без отключения электроэнергии у нас невозможно произвести ремонт и реконструкцию. Плановые ремонты у нас в связи с климатическими условиями и труднодоступными местностями у нас в основном проходят в марте, в апреле месяце, когда у нас световой день и еще оттайка грунта не произошла. Также у нас, конечно, технологическое присоединение, получается, новых потребителей есть. И отключение должников за поставки электроэнергии. Ну, по отчетам правительства у нас, получается, муниципальных образований в полномочиях Министерства ЖКХ и энергетики согласование инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. Поэтому все вот эти вот замечания, которые у нас в течение года, там аварийные отключения, мы стараемся в инвестиционных программах энергетиков учесть, чтобы в будущем они не повторялись. Паспорта готовности к отопительному сезону. Сообщалось, что в прошлом году 4 района нашей республики не получили паспорта готовности. Как это влияет на прохождение отопительного сезона? Да, у нас, получается, в 2021 году они получили паспорта готовности 4 района. Это у нас, получается, Горный, Татинский, Алайховский. Они, получается, паспорта готовности по предписаниям Ленского управления Ростехнадзора. Это не предоставление вовремя проектной документации на модернизированные новые котельные. Но это, в свою очередь, не повлияло на прохождение отопительного периода. Отопительный период 2021 года мы прошли, в принципе, без значительных существенных технологических нарушений. Поэтому... Дмитрий Сергеевич, совместно с корпорацией «Русгидро» в арктических районах начато строительство гибридных энергоустановок. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Что это за установки? Да, правительством Республики Саха-Якутия совместно с «Русгидро» корпорацией и «Саха-Энерго» подписано соглашение об модернизации устаревшей дизельной генерации, заключением энергосервисных контрактов, применение нового современного оборудования. Это у нас солнечные панели, накопители электроэнергии, дизельные электростанции, сами машины уже новые, модернизированные. Инвестор, получается, заходит уже со своими средствами. В принципе, предприятие «Саха-Энерго» у нас никаких своих средств не требуется. Энергосервисные контракты у нас рассчитаны где-то в пределах 10 лет окупаемость. Ну, также это все направлено на надежность, экономию топлива.
Ну, хотелось бы еще также спросить про ситуацию в городе Удачном Мирнинского района. Накануне там произошла авария, без света остались большое количество людей. Расскажите, пожалуйста, что на данный момент, как устраняются причины аварии? Да, в городе Удачном у нас вчера произошло технологическое нарушение в инженерном коллекторе. В этом инженерном коллекторе у нас, получается, проходят как электрические сети, так и тепловые сети, сети холодного водоснабжения, сети, получается, волоконно-оптической связи. Сейчас, получается, ведутся ремонтно-восстановительные работы. Буквально вот на сейчас в ограничении у нас остаются 5200 человек. По решению штаба энергобезопасности у нас установлен срок окончания восстановительных работ до 19:00 2 сентября, то есть сегодня. Работы должны быть завершены. К работам привлечены 3 бригады, получается, западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго». Работы ведутся в круглосуточном режиме. Дмитрий Сергеевич, спасибо большое, что нашли время прийти и ответить на все наши вопросы. Благодарю вас. Спасибо. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.